Кыргызстане предлагают перекрыть каналы реэкспорта удобрений в Таджикистан. Президенты Узбекистана и России обсудили укрепление отношений между странами. Нарышкин заявил, что Польша намерена получить компенсацию за помощь Украине в виде части ее территории. В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Минсельхоз Кыргызстана предложил ввести запрет на экспорт минеральных удобрений из страны. Цель запрета – обеспечить аграриев страны достаточным их запасом перед посевной 2023 года. Об этом сообщает economics.kg. Запрет касается вывоза минеральных удобрений за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, однако в большей степени он призван перекрыть каналы спекулятивного реэкспорта удобрений в Таджикистан, указано в справке об основании законопроекта. К началу проведения полевых работ в южных регионах Кыргызской республики возникает дефицит удобрений, вызванных их реэкспортом в Таджикистан. Пользуясь тем, что весенне-полевые работы в Таджикистане начинаются раньше, чем в Кыргызстане, и из-за высокого спроса и высоких цен на минеральные удобрения в соседней республике, перекупщики скупают удобрения на местах и перепродают за пределы Кыргызской республики. Собственного производства минеральных удобрений в Кыргызстане нет. Большая часть, до 100 тысяч тонн, завозится из Узбекистана. Еще около 30-35% от общего импорта удобрений в Кыргызскую республику поступает из России и Казахстана. Из-за роста цен на газ и нефтепродукты Минсельхоз ожидает в 2023 году повышения себестоимости производства минеральных удобрений на заводах России, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Это еще более усугубит положение по обеспеченности аграриев необходимыми добавками. Минсельхоз предлагает запретить вывоз удобрений на полгода. Исключение сделать для неминеральных удобрений, а также для поставок, следующих через Кыргызскую республику транзитом. Президенты Узбекистана и России провели 30 ноября телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщает пресс-служба узбекского президента. Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обменялись также мнениями по вопросам практического сотрудничества в многостороннем формате, в том числе в Центральной Азии, и рассмотрели график предстоящих мероприятий. Поднятые во время беседы вопросы торгово-экономического сотрудничества будут предметно рассмотрены в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, которое пройдет 1-2 декабря в Самарканде, добавили в пресс-службе Кремля. Ранее о намерении Владимира Путина позвонить Шавкату Мирзиёеву сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Власти Польши намерены получить компенсацию за помощь Украине в виде части ее территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. С целью обеспечения легитимного характера планируемых территориальных приобретений польское руководство приняло решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения там референдумов, сказал Нарышкин. По его словам, спецслужбы Польши уже слили украинским СМИ информацию о подготовке к проведению во Львовской области голосования по вопросу присоединения к Польше, чтобы проанализировать реакцию граждан. Нарышкин рассказал, что Польша собирается действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что союзники по НАТО и России зимой смогут о чем-то договориться. Поэтому польский президент Анджей Дуда уже поручил подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину. Один человек получил ранение в результате взрыва в посольстве Украины в столице Испании, сообщает Европа Пресс со ссылкой на источник в полиции. По данным источников, взрывчатка находилась в конверте с дипломатическим письмом. Сотрудник, переносивший его, получил легкие травмы и сам добрался в больницу. Полиция уведомила само посольство. Инцидент произошел в 13:17 по местному времени. На месте происшествия работают криминалисты, кинологи, представители подразделений ТЭДАКС, которые занимаются обезвреживанием бомб. Район вблизи посольства оцеплен, полиция активировала в этой зоне антитеррористический протокол, начато расследование. В полиции сообщили, что к расследованию помимо информационных служб подключились сотрудники научной полиции.
В этом свете министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей из-за взрыва в посольстве Украины в Мадриде. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook. По его словам, глава МИД также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии, отметил Николенко.